Север. По календарю давно весна, а здесь, в Коми Республики, и в апреле, и в мае подобная погода не случайность, а скорее правило. Суров север, неприветлив. Суровыми могут показаться и люди, живущие и работающие на этой земле. Но это если издали, до первой встречи, до знакомства. На окраине Сыктывкара, в старинной крестьянской избе, живет Владимир Яковлевич Павлов, художник, резчик по дереву, заслуженный работник культуры Коми АССР. А еще автор целого ряда причудливых деревянных музыкальных инструментов. Гильголь, швуч-швач, шур-шар. В каждом из этих названий будто затаился особый звук, неповторимый голос Коми тайги, парни. Любовно, бережно сохраняют здесь традиции народного творчества, национальной культуры. Решительно и смело ломают старые представления, преодолевают инерцию в экономической и социальной сферах. Так диктует время. Масштабность и новизна предстоящей работы, намеченной партией курс ускорения, требует коренной перестройки мышления всех, от рабочего до министра. Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Не просто было его коллективу успешно выполнить напряженный план 11-й пятилетки, уверенно, без раскачки, взять старт в пятилетке 12-й. Однако и здесь еще немало неиспользованных резервов. Вот что рассказал нам генеральный директор объединения, делегат 27-го съезда партии Николай Николаевич Балин. Действительно, когда мы смотрим на свою работу в прошлой пятилетке с позиции требований сегодняшнего дня, то мы видим не только те успехи и достижения, которые, несомненно, были, но еще более ярко видим те недостатки и нерешенные проблемы, и с этим багажом мы не можем работать в новой 12-й пятилетке. Но к числу таких наших внутренних специфичных проблем я бы назвал первой – это проблему качества. Казалось бы, все у нас идет нормально. Продукцию мы вырабатываем в том количестве, ассортименте, в каком нужно. Потребители в основном нашу продукцию берут и высказывают, ну, по крайней мере, такое тихое удовлетворение. Но мы знаем, что удовлетворение это не от того, что наша продукция, в частности бумага, хорошая и соответствует требованиям всем, такие, какие сегодня должны быть. Потому что просто бумаги вот не хватает, и многие вынуждены мириться с тем, что она не всегда нужного качества. Не обольщение прежними успехами и самоуспокоенность, а дух конструктивности, критическое и самокритичное отношение к делу. Эти качества необходимы сегодня всем и каждому на любом участке работы. Немало критических слов было высказано в конце минувшей пятилетки в адрес нефтяников республики. Теперь ситуация меняется. Коллектив нефтегазодобывающего управления «Усинскнефть» с начала новой пятилетки уже добыл первые 1000 тонн сверхплановой нефти. Успешно ведется и освоение новых месторождений Восточно-Харьягинского, Баганского, Мусюшорского. Но и здесь оснований для самоуспокоенности нет. В основных направлениях экономического и социального развития страны, утвержденных 27-м съездом партии, поставлена задача дальнейшего развития нефтяной промышленности на севере европейской части СССР. Стране нужно больше нефти и газа, угля и бумаги. И не просто больше, но и лучшего качества. О задачах, стоящих перед тружениками республики в новой пятилетке,
рассказывает председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР, делегат 27-го съезда партии Альберт Федорович Сюткин. В соответствии с решениями 27-го съезда нашей партии нам предстоит решать сложные задачи ускорения социально-экономического развития. Это, во-первых, преодолеть отставание некоторых отраслей нашего народного хозяйства, прежде всего лесозаготовительной и нефтедобывающей промышленности. Во-вторых, 12-й пятилетки получит дальнейшее развитие Тимано-Печорский территориально-производственный комплекс. Это позволит более комплексно, всесторонне использовать богатые природные ресурсы нашего северного края. И, наконец, главное, это предстоит ускорить научно-технический прогресс, обеспечить на деле строгий режим экономии, повышение качества продукции и качества работы на любом участке. Растет, благоустраивается самый молодой город республики Усинск. Ежегодно сотни семей празднуют здесь новоселье, открываются новые школы, магазины, поликлиники. В строительстве почти каждого из этих зданий принимала участие штукатур-маляр, делегат 27-го съезда КПСС Нина Смолина. В нашей беседе мы опять вернулись к вопросам качества. Но мы, строители, могли бы работать еще лучше, если бы нас, отделочников, обеспечивали своевременно всеми строительными материалами. Иной раз бывает, что они своевременно привозят раствор, краску. Партийная профсоюзная организация пытается решать все эти вопросы, но опять как-то рывками. Скажешь на партсобрании, вскоре положение улучшается, но проходит время, и все повторяется. Успех нашего общего дела зависит от каждого, от его заинтересованности и инициативы, дисциплины и организованности. Именно эти качества проявили строители и многие жители города при возведении Дворца культуры и техники гордости Усинска. Челяди, людям тянли тачем кылбур, дыш кысен. На урок звенит звонок, а котенок дома слег. Не здоровится мне что-то, у меня в хвосте ломота. А щенок ему в ответ: коль от боли спасу нет, все хвосты больных котят доктора отгрызть велят. Тут котенок наутек, прямо в школу на урок. Алексей Васильевич Мишарин, известный в республике детский поэт. Алексей Васильевич Мишарин, директор совхоза имени 50-летия СССР, одного из передовых хозяйств республики. Удивительно органично сочетаются в этом человеке образное, поэтическое восприятие мира и талант современного хозяйственного руководителя. Партийный съезд поставил перед тружениками агропрома новые задачи, и главное из них – решение продовольственной проблемы. Успех здесь во многом будет зависеть от стиля и методов руководства. Каким, на ваш взгляд, должен быть современный руководитель в сельском хозяйстве? Современный руководитель, во-первых, он должен быть энергичным и видящим свое направление, куда должно хозяйство идти. То есть видеть и знать свою перспективу развития. Это минимум на 10-15 лет. Требования к руководителям очень обширные. Я бы сказал, быть руководителем не каждый, наверное, и сумеет. Во-первых, должен быть по своей натуре человеком добрым, принципиальным и требовательным. Чувствовать меру ответственности за порученный участок работы. Мера ответственности перед настоящим и перед будущим. Nasıl kusa makıra, o da şpolam lat nasıl koç.
Prošli buďte kalum bulenkiat. Turi koktujem umpasi roč. Ruči ляси нас кучам я своча. Тuri šilep tala joši vitnir. Vütiri žaili tu javni kočas. Kodur koktu jis erdvlastir.